Якутск в эти дни стал центром бизнес-сферы. Представители более 80 предприятий со всей республики съехались на ежегодную выставку «Бизнес-экспо». Помимо основной части программы форума пройдут мастер-классы, лекции, круглые столы. Репортаж Розалии Борисовой. Форум для предпринимателей собрал представителей бизнес-среды со всей республики. Индивидуальные предприниматели, руководители и главы поселений в течение 2 дней не только представят свои организации, но и примут участие на лекциях, обучающих программах, мастер-классах. В рамках форума предпринимателей свою работу начала и форум-выставка «Госзаказ республики». В этом году Комитет по госзакупкам представит 2 интерактивных проекта. Мы будем презентовать проект по малым закупкам до 100 тысяч. Эта информация будет касательно именно нужна для наших поставщиков. И второй информационный продукт, который мы будем презентовать, это интерактивный атлас, где потенциально наши участники, местные в том числе, будут заранее, загодя знать в течение года, кто, какое, в том числе муниципальное образование, наследие, что планируют закупать, на какую сумму. 5 направлений, 16 районов и больше 80 предприятий. Среди них появилась и совершенно новая линия «Школьный бизнес». Выставка собрала производителей местной, молочной и мясной продукции. Здесь также представлены и национальная одежда, и ювелирные украшения, также и передовая технология, произведенная в Якутии. Одна из них – это теплообменник, который позволяет сэкономить на горячей воде и отоплении. За счет своей новой технологии она позволяет больше не платить за горячую воду. Она за счет отопления нагревает холодную воду. По теплоснабжению экономия происходит за счет меньшей потери тепла. И в месяц человек может сэкономить, используя теплообменник, от 30 до 50%. Среди инноваций стройматериалы и солнечные батареи, интернет, доступные в самой глухой тайге. Передвижные и стационарные, они могут работать в любых условиях. Местный производитель учитывает все природные и климатические нюансы. Мы надеемся, что скоро к нам подойдут и кочевые школы. Есть уже интерес, есть решение для кочевых школ, например. Ну, школы, пока я говорю, а так вообще и кочевые, допустим, стоянки могут уже себе приобрести наше оборудование. Есть также оборудование не только стационарное, но и носимое. За 2 дня пройдет не один мастер-класс. Темы разнообразные, начиная с уроков кулинарии и ухода за домашними животными, до мастер-классов по финансовой грамотности, советам по выходу на большой рынок. Проводим биржу контактов местных товаропроизводителей, продуктов питания. Вот с одной стороны производители продуктов питания, да, такие как очень много участников, более 30, да, а также вот со стороны торговые точки, общественные рестораны, да, где-то более 40 участников. Обмениваются контактами, заключают договора, да, намерения. Площадка позволяет встретиться поставщикам с заказчиками, обсудить будущие перспективы, внести коррективы в имеющихся контрактах, наметить новые пункты и заключить совершенно новые выгодные соглашения. Хотели бы вообще-то с ресторанами, потому что у нас пищевая продукция, есть молочные, есть мясные продукции. Поэтому желательно мы хотим контакт составить с ресторанами. 6-й форум позволит наметить перспективы и пути развития малого и среднего бизнеса в республике вплоть до 2030 года. Участникам, индивидуальным предпринимателям найти новых партнеров, расширить сферу бизнеса. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.